Но первое начинается всегда с сексуального желания. Если сексуального желания нет, и это игнорируется, то это может быть принуждение. Второе — согласие. Само согласие, вербальное или невербальное согласие на половой контакт. Это может быть почувствоваться как просто объятием и пошли, да, в спальню, или это случится в спальне, либо сказать о том, что да, я там тебя хочу. Любым сопротивлением телесным, то есть отталкивание и игнорирование этих жестов, это тоже получается принуждение. Принуждение, когда человек знает, что он понесет какое-то наказание за то, что он откажет. Ему не предоставляется какой-то выбор, сказать да или нет по собственному желанию. То есть это тоже будет рассматриваться как принуждение. Если говорить, я бы хотела все-таки здесь психологически, да? Психологически, потому что есть в психологии некоторые термины, я их сейчас расшифрую, например, диссоциация. Это расщепление, когда женщина внутри себя, она отщеплена от своих потребностей, от того понимания, что она хочет, от своих чувств. И такие женщины, они более подвержены. Мало осознающие, что происходит. То есть даже то, что вы сказали о том, что воспитывают быть терпеливой, это говорит о том, что воспитание может очень хорошо сыграть роль, что женщина будет подвергаться, будет терпеть. Мало ориентирующаяся, да, в своих каких-то желаниях и отстаивание своих собственных границ. Потому что это же про границы, даже про физические границы, не только психологические. Последствия к любым психологическим расстройствам. Во-первых, если человек, допустим, однократно принуждался, да, и может вообще ни к чему не приводить. Ну, то есть человек получает какой-то опыт. Он делает из этого свои какие-то выводы, что это не подходит. Я, допустим, хочу иметь большее желание, да, и получается какое-то откладывание какого-то опыта, как эта женщина будет в последующем себя вести, если вдруг такие ситуации опять же сложатся. Если это систематически, на работе, да, в семье очень часто, да, самая такая, наверное, больная тема нашего общества, что это в семье происходит. Скорее всего, у нее будут сексуальные нарушения, потеря интереса, снижение либидо, полное отсутствие желания, отсутствие оргазмов, поскольку происходит всегда диссоциация, да, это слово такое расщепление. Расщепление от самой себя, это как бы человек уже настолько, в кавычках, забивает на свои чувства, на то, что у него возникает в ощущениях, и начинает жить с этим подавлением. И там уже становится такая достаточно пресная эмоциональная жизнь внутри этой женщины, что ну, вот, полное безразличие к сексу. Даже, скорее всего, не то, что безразличие, оно может, это безразличие, перетекать и в отвращение, и в страх, и там разные состояния, вплоть до того, что как посттравматическое стрессовое расстройство происходит, когда происходят такие вещи, что даже во сне может откликаться в страшных снах, как происходит этот интим. Это на самом деле очень ужасное состояние. В среднем, я бы так сказала, наиболее часто, да, что встречается, это повышенная тревожность и депрессия. Депрессия — это подавление, да, как последствие, опять же, вот этого постоянного принуждения. Депрессия — это может отключение быть энергетическое полностью, не только в сексуальной сфере, но и во всех остальных. То есть отсутствие желания даже к жизни.